Ужас Нурланович, здесь нужно очень подойти к вопросу. Наш задаваемый вопрос имеет место, и я лично как министр тоже меня волнует. Я как бы, по-моему, если не ошибаюсь, максимум 2 месяца, по-моему, если не меньше, мы уже с Наурзбайхаже тоже я встречался, мы разговаривали, чтобы у нас как бы не получилось опять какие-то кривые толкования. Вообще можно многие вопросы решать, но как только начинаешь что-то, какие-то разрешительные, выходят следующие непонятные другие шаги. Здесь мы должны вопрос решить, конкретно обозначить, что нас больше волнует. Это в первую очередь, чтобы наши дети получили доступ к знаниям, да? И максимально, конечно, ни одну минуту мы как бы не забываем об этом. Сейчас обязательно должно быть определенно, во-первых, выяснить количество, и на основе количества детей определить, какие есть препятствия. Поэтому нужно решать данный вопрос, мне кажется, больше в моем понимании персонально. И тогда, мне кажется, будет более такой понятный подход. А то, когда идут там обобщенные вопросы, немножко путает оно, не решает проблему, а как бы смазывает, наоборот, проблему. Поэтому я поручил каждого ребенка прямо пофамильно, какие есть возможности обеспечить максимальную доступность нашим детям к знаниям. Поэтому нас это тоже волнует, можете не переживать, но надо найти все-таки правильный консенсус, чтобы как бы все стороны были удовлетворены. Количество вам подсказать тоже. Вы же понимаете, когда директор спрашивает, и люди сразу боятся. Сейчас очень много боятся на юге, тем более. Некоторые люди по 3 раза штраф получали. У нас такие есть. И на западе. Фердауси, вот эта школа, вы сами знаете, там ситуация тоже у нас сейчас она непонятная. Поэтому мы тоже бы хотели попросить вас, вот лично как министра, которого мы видим, что вы и окружающие вас люди, мы уже в Новом Казахстане живем, подключите нас, мы тоже, может, подключимся, выработаем какие-нибудь нормальные рабочие механизмы, а не так, что мы вынуждены уезжать или в экстернаты и потом ждать, когда же там первая смена загорится, чтобы дети могли намаз совершать дома спокойно или девочки могли в платках ходить. Хорошо. Вот я при вас сейчас своим коллегам подтверждаю, поручаю. Здесь, наоборот, нельзя как бы отдаляться друг от друга. Наоборот, тема-то одна, задача одна, дети, вопрос детей. Поэтому, конечно, Насмжат Джамбековна на контроле, Сауля Рахимовна, обязательно Ужас Нурланович и ее экспертов привлечь. И, как бы, знаете, Ужас Нурланович, здесь нужно все-таки нам с вами как бы позицию держать не двухсторонний, как бы вы на одной берег, мы в другой береге, а вот наоборот, вместе, чтобы в первую очередь цель была, как нам создать возможность нашим детям сделать более доступное образование. Да, здесь нужно обсудить. Поэтому, если вы не против, я вот уже поручил, вы слышите, так что уже, Нурланович, дайте список, кого вы предлагаете, но там, чтобы не было каких-то скандальных, а вот конструктивных обсуждений и все-таки прийти к единому консенсусу. В этом мы тоже, я думаю, вы поможете решить, окончательно поставить точку над этой данной темой. Хорошо. Нам нужно это скорейшее принять. Хорошо, рахмет. До 1 сентября мы должны решить этот вопрос. Рахмет. Көріп отырсыңыз, министріміз мәселемізді толығымен біледі. Көптеген жиналыстар болып жатыр дәл осы кезде. Муфтиятта осыларға қатысып отыр. Үшінші, министрлікке қазір адамдардың саны, осындай проблеманы қоятын адамдардың саны керек. Және өйткені қазір бүкіл мектептерде емес осы проблема. Кейбір мектептерде бар, бірақ заңды білетін директорлер ешқандай проблема жасамайды қыздарымызға. Сондықтан ұсынатын нәрсе қазір сізге тамыздың 10-ы, 11-і өтінішпен өтінім жазыңыз. Ол қалай болады? Өтінішін сайтқа кіріп, мына жерге
вид кодекса подать обращение жазасыз, вид кодекса АППК, заявление өтініш, ағарту министрлікті аласыз да, и мына жерге осындай бір текстті жазасыз. Өтініште былай деп жазасыз: құрметті Ғани Бектайұлы, ол министр, осындай қалада, осындай мектепте, осындай проблема бар. Өзіңіз жазасыз, қандай проблема? Мынаны скриншот алуға да болады. Сұрайтын нәрсеңіз сол мектептің директорге ағарту министрлік түсіндірме жұмыстарды жүргізсін деп сұрайсыз. Және қызымды стресс болдырмау үшін және психологиялық жарақат алмау үшін сізге алдын ала өтініш жазып отырмын деп айтыңыз. И сол статус туралы хабар беруді сұраңыз. То же самое можете взять на русском. Гани Бектаевич, уважаемый, это наш министр, в такой-то школе такая-то были проблемы в прошлом году в таком-то городе. И попросите, чтобы Министерство просвещения довело закон, конституционные права и ратифицированное законодательство до школы, до директора школы. И вы обращаетесь заблаговременно, есть сейчас еще 20 дней, чтобы ваш ребенок не стрессовал и не получил психологическую травму. И попросите проинформировать о статусе вашего обращения. Это ЕОТНШ, по нему обязательно вам должны ответить. Данными письмами мы поможем министерству дать картину, сколько реально таких кейсов, с которыми нужно работать. Осы хаттар министрлікке үлкен көмек береді. Жалпы саны түсіну үшін.